До конца года в частных детских садах Коми появится 142 дополнительных места. Это станет возможно благодаря грантам в рамках нацпроекта «Демография». В республиканском бюджете на 19-20 годы в форме субсидий предусмотрены 22 миллиона рублей. Елена Кононова продолжит. В Коми не так активно развивается частный дошкольный сектор, как хотелось бы, отмечает министр профильного ведомства. На сегодня услуги по присмотру и уходу за малышами предоставляют только в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе. Охват незначительный – всего 544 ребенка. При этом надо отметить, что не везде родительская оплата, как это принято считать, астрономическая. Например, лицензированные частные дошкольные организации получают республиканскую и муниципальную поддержку, поэтому стоимость за садик снижается в несколько раз. И не только. Каждый родитель имеет право еще снизить эту стоимость на размер компенсации. Потому что наши родители, так же как и родители муниципальных детских садов, они имеют право на получение компенсации в размере 20, 50 и 70% от базовой ставки. Сейчас для помощи лицензирования таких частных дошкольных организаций в Коми действует специальный проект, в рамках которого, например, индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на получение гранта. 6 бизнесменов уже осваивают средства. К концу года это даст системе 142 дополнительных мест для дошколят. Мы разработали необходимую документацию, провели в начале июня конкурсный отбор, и 5 субъектов предпринимательской деятельности у нас явились победителями. Мы им распределили гранты в форме субсидий в разных размерах, в зависимости от заявки, от 800 тысяч до почти 5 миллионов. То есть это и все идет от количества мест. В среднем на создание одного места предусмотрено 123,4 тысячи рублей. Хочу сразу оговориться, что эти средства возможно потратить только на оснащение, то есть на приобретение учебного наглядного оборудования. Среди участников проекта и интеллект, развивающий центр Сыктывкара, который на рынке частного дошкольного образования уже давно. Сегодня детей принимают в 2 центрах, причем лицензированных. И планируют открыть еще дополнительные места. Грантовые средства получили в августе, приступили к ремонту помещений. Но работы по устранению предписаний надзорных органов по разным причинам затягиваются. И у нас есть ряд просьб. Дело в том, что если сейчас продлевать сроки, наверное, это невозможно. И, скорее всего, эта просьба обращена больше к надзорным органам. Мы готовы выполнять все условия, изменять то, что надо изменить, и привести в надлежащий уровень. Но без заключения мы не можем получать лицензию, мы не можем сдать документы. Поэтому, может быть, подойти таким образом, чтобы были определены сроки после получения заключения, в какие сроки мы должны исправить то, что мы должны исправить. Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются частные садики. И решить их без властей не получится. Между тем, сроки уже не терпят. Закончить все работы и получить лицензию необходимо до 25 декабря этого года. Глава напомнил, срывать реализацию проекта недопустимо. Это национальный проект «Демография», поэтому вопрос очень актуальный и в части занятости, и в части создания дополнительных мест, и в части ответственности по исполнению, поскольку вы знаете, что к нацпроектам очень высокая степень внимания, начиная от президента страны и заканчивая отраслевыми контрольными органами и министерствами. Поэтому риск невыполнения нацпроекта – это всегда несостоятельность исполнительной власти на местах. Этого допускать нельзя. Владимир Уйба поручил ответственным министерствам и ведомствам, а также администрациям муниципалитетов помочь частным садам в прохождении процедуры лицензирования и получении заключения надзорных органов в максимально короткие сроки. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган.